Hurmetli seyirciler, yayınımız devam etmekte. Multfilmni seyir ettik ve keyfimiz daha ko'tarildi. Balalar multfilmi, popüler hikayeleri, bunlar hepsi meraklıdır ama bizim üçüncü dostumuz söyledi fikirde. Yayınımızda devam etemiz. Bugün aytganimiz gibi anons var edi multfilmden evvelsi. Studiyamızda birçok misafirlerinin kelişi, oturması, suhbetlari beklenili edi. Şimdi ise onun da vakti geldi. Geliniz beraberlikte bizim bugünkü birinci misafirimizden tanış olayıq. Elbette aziz teleseyirciler, mana men bilesem ratlıq günleri bizim umumiy reklama bölügü o'z kunini qayd etdi ve böyle acayip misafirimiz Zaryana Asanova reklama bölügünün xadimi. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Алейкум селям, сабашырсыңыз қайырлы болсын. Sağ olunuz. Как начинается утро? Утро... Сегодняшнее утро, например. Сегодняшнее утро началось нестандартно. Сегодня я встала пораньше для того, чтобы пораньше приехать на работу. Обычно утро у меня начинается, конечно, с пожелания доброго утра своему мужу. Ну, а дальше все как обычно, сборы на работу. Вот, и в 9:00. Интересно, да? 9:00 это нормальное начало утра. Да. 23 октября, то есть вчера, в России отмечался День рекламщика. Так сказать, ваш праздник. Как отмечали? Да, в принципе, у рекламщика особо отдыха-то и нет, и поэтому мы отмечали поздравлениями в социальных сетях, звонили друзьям, в основном так, то есть никто нигде не собирался, вот, потому что драгоценное время выходного дня нужно посвящать семье. Правильно, да. А в чем заключается ваша работа и чем вы занимаетесь, ваша основная работа? Моя основная работа заключается в поддержании имиджа компании, в том, чтобы каждая компания, особенно наша компания, имела свой брендбук, имела свой логотип, и все в основном сделано в своем стиле. Не скучно? Нет, не скучно. Нет, на самом деле интересно, вот сейчас меня можно просветить брендбук. Ну, логотип я уже понял, что это такое брендбук для меня. Брендбук — это когда у вас есть определенный шрифт, определенный цвет этого шрифта, размер этого шрифта. У вас есть определенные цвета, линии, там, узоры, которые должны присутствовать везде. То есть, если вы делаете, там, скажем, брошюру, все должно быть выдержано в одном стиле. Если вы делаете программу, то все должно быть выдержано в одном стиле. Ага. Да. Интересно, интересно. Тогда брендбук — это набор таких качеств, элементов, качеств и цветов, которые будут узнаваемы с полувзгляда. Вот, например, если посмотреть на известные бренды, буквально на даже элемент логотипа, даже не на полный логотип, вы уже можете по цветовой гамме угадать, что это за компания. При том, что вы особо даже и задумываться не будете, но будете знать, что да, я где-то видела это. Да, действительно. Ну, вот как зачастую на смартфонах есть приложение, где вот логотип, и нужно угадать полное название. В принципе, оно так и работает, да, просто по какой-то картинке маленькой. На самом деле интересно. А вот сейчас, вот мы, кстати, вчера немножко порылись в интернете, мы зашли на вашу страницу в социальной сети ВКонтакте, и мы там обнаружили, что по образованию вы географ, а также вот географ как в направлении географии, океанологии даже. Вот нам сейчас интересно, да, вот по образованию вы работаете или нет? Нет, я работаю не по образованию. Дело в том, что когда я начинала учиться, я устроилась на студенческую подработку, которая промо-акции, когда люди начинают раздавать листовки. Ну, была молодая. Вот, я думаю, многие через это прошли, но не всех затянуло. Вот, я познакомилась с рекламным агентством, которое занималось этими промо-акциями. В частности, мы на оператора связи работали. И так оказалось, что в нашей компании было целых 3 географа. И все при этом были рекламщиками. Это говорит мои одногруппники. Вот. И, ну, так получилось, что на поприще рекламы я себя больше смогла раскрыть, нежели на поприще географии.
Что должен уметь профессиональный рекламщик и какие обязанности у вас? Может, определенные программы для начала? Вы знаете, рекламщиков очень много. Вот есть производственники, которые там производят молочку, производят там ткани, текстили, все что угодно. У рекламщиков тоже, начиная от человека, который пишет тексты, заканчивая человеком, который делает вывески на магазины. Помимо этого еще существует такой BTL направление рекламы, это вот те же самые промо-активности, это организация мероприятий. Существуют также такие направления, как ATL, это бигборды, это вывески. Существуют также средства массовой информации, в которых тоже на сегодняшний день присутствует много рекламы, и это, в принципе, даже хорошо, потому что, вот представьте, вы открываете свою компанию, и вы хотите как-то продвинуть свой продукт на рынке, пока вы будете ходить в гости там, к тете Зере, к дяде Мустафе и рассказывать о том, что вы занимаетесь, например, производством подушек, да, к примеру, вот, то проходит очень много времени, пока вы выйдете на нужный товарооборот. С помощью рекламы вы же, конечно, можете прийти, сказать, что вот я занимаюсь подушками, там, с логотипом телеканала «Миллет», покупайте. Соответственно, большее количество людей вас услышат и увидит. Ну, соответственно, если вы будете делать листовки, то опять-таки меньшее количество людей, потому что вам надо будет нанимать промоутеров, которые будут раздавать эти листовки. Да-да-да, а потом люди будут проходить, брать и выбрасывать при первой же урне, даже не прочитав. Это самое опасное, но это не всегда самое так. обидное на самом деле. Это не всегда так, все зависит от промоутера. Ну, на самом деле, вот лично мое суждение. Человек, который стоит и раздает листовки, он зарабатывает этим. Соответственно, я должен пройти, взять листовку, просто для того, чтобы он быстрее их раздал и получил деньги за это. Но это моя логика. И, соответственно, я просто, взяв листовку, я даже не смотрю, что там, и выбрасываю. Я думаю, что так оно всегда происходит со всеми. Вы знаете, в большинстве случаев, конечно, оно так происходит. Но дело в том, что если к вам подойдет промоутер, просто так вот даст вам листовку, конечно, вы с таким грустным лицом, то вы жалите и заберете ее. Но если к вам подойдет промоутер и посмотрит на вас и скажет фразу, например, в нашем магазине есть одежда как раз для вас, и даст вам листовку, да, вы хотя бы бегло, но посмотрите на нее. Или, например, Гульджан будет идти, и молодой человек-промоутер даст ей листовку и скажет, там в нашем магазине косметики сегодня акция. Я вижу, вы любите пользоваться косметикой. Прочитайте, пожалуйста, флаер, пройдите, это скидка, там, скажем, 10, 20, 30%. Конечно, она обратит на это внимание. А если человек стоит вот так вот, как простой раздатчик, конечно, вы будете забирать у него просто из жалости. Значит, мне такие попадаются. А на самом деле, вот если вернемся к теме образования и работы по профессии, все-таки география. География – это, в принципе, туризм. Туризм – это то, что требует рекламу. Так вот, это все, мне кажется, связано. Но насколько связано? Ваше мнение? Как вам сказать? Вообще, все наши науки, которые мы когда-либо изучали, они вообще между друг другом связаны и очень тесно. Правда, многие не видят вот целостной картины мира. Да, есть в туризме реклама, но все-таки в туризме самое главное – это не реклама как таковая, а реклама самих туров, реклама поездок. Потому что когда человек едет, он едет за новыми знаниями, за новыми ощущениями. А вот эта небольшая часть рекламы, которая на айсберге всего туризма заложена, реклама просто должна донести до человека нужную информацию, чтобы человек услышал этот инсайт и принял для себя решение, воспользоваться этой услугой или нет, удовлетворяет ли она его потребности или нет. Вот, например, вы, Гульджан, как вы любите отдыхать? Я думаю, тихо, в семейном кругу или друзьями. Вот. А на природу любите ездить? Да.
Вот скажите, если, например, будет реклама какого-нибудь шоу, фестиваля, там, трехдневного, вы Поеду. услышите. Он поедет. Вот. А теперь представьте, реклама тихого семейного отдыха где-нибудь в районе Красных пещер с шашлыками, и все это за небольшую плату. Вы поедете? Ну, конечно. Вот. Поэтому у нас так много рекламы. Главное, чтобы каждый услышал. Вот мы, говорит, невольно Свой Красные инсайт. пещеры прорекламировали сейчас. Не, ну, как сказать, это... Дубаева, да? Да нет, на самом деле не важно, где отдыхать, главное, чтобы люди рядом были хорошие, это вот самое главное. Да, вот такая Не, ну можно философия было жизни. сказать на берегу Салгира. То есть, как бы для меня... Не, я, Да, конечно, для меня ценитель, это ценитель. просто геологически интересное место, где можно пройти по самой пещере, там, через сифоны проплыть. Это отдельно моя история с географией связанная. Мгм. Да. Ну, раз с географией связано, мы продолжаем тогда тему географии. Но все-таки в процессе работы, да, рекламщик, ну, много чего делаете, много чего рекламируете или много чего создаете нового. Приходилось ли вам в процессе работы действительно вот путешествовать? Да, в процессе работы мне приходилось много путешествовать, потому что реклама, она не только, как я сказала, вот, промо-акции и вот все остальное. Под всем этим делом заложена такая вещь, как социология. И для того, чтобы дать правильное направление для рекламы, мы очень часто выезжали на социологические опросы. И вместе с вот такими вот поездками я побывала, можно сказать, почти везде, по всему Крыму, даже в самых отдаленных поселках, дальше которых, ну, дальше них уже дороги нет. Ага. Да, даже вот до такого. Видела деревни, где не было света, где люди получали электроэнергию с помощью солнечных панелей. Да, где набирали воду из скважин, из колодцев, когда вот один большой колодец на все село. Вот, у нас есть такие в Симферополе, хотела сказать, в Крыму у нас есть такие существуют. Мгм. То есть в Крыму вы посетили все. Не все. Что Еще не не посетили? все. Что вы не посетили в Крыму? Я не посетила Азовское море. Я очень хочу на следующий год поехать в Щелкино, проехаться, возможно, там, как смогу, насколько далеко зайду по Арабатской стрелке. И я не была в Красноперекопском. Так, ну это уже два Открывается города, секрет. хорошо. Это Да. не так страшно. Просто. Но я думаю, что это тоже еще не все. Ну да, в Крыму много мест, которые Очень стоит много, посетить, конечно. конечно. Вообще, вы бы что посоветовали, что посетить в первую очередь? Вот, например, человек приехал в Крым в первый раз, что ему стоит посетить? Вот профессиональным взглядом. Я не могу посоветовать человеку обобщенному, что ему нужно посетить. Но если уже касательно каждого человека в отдельности, то у нас, наверное, на каждый вкус, на каждого человека есть места, которые нужно посетить. Если человек увлекается историей, либо увлекается этнографией, то, конечно же, Ханский дворец. Это в первую очередь. Если человек увлекается спелеологией, геологией, то, конечно, это вот Демирджи, пещеры наши, тот же самый Инкерман. Если человек увлекается просто вот пешими походами, то, пожалуйста, есть походы вот, пожалуйста, вдоль... выходите с да, парома и идите пешком. Да, идите пешком, у нас замечательные горы, есть стоянки. То есть, если человеку нравится такой отдых, как вот сегодня прозвучало, как на Дубае, пожалуйста, едьте в любой наш курортный город, заселяйтесь в пятизвездочный отель. Вот, у вас там будет под боком и море, и бассейн, и аниматоры, и все что угодно, и все это в Крыму. А чем вы занимаетесь в свободное время? И есть ли оно у вас? Да, у рекламщика свободного времени мало. Можно сказать, его даже нет. Многие до сих пор не могут отделить работу от жизни. У меня, к счастью, уже начинает получаться это делать. В свободное время я иногда рисую, иногда пою. Очень люблю готовить, кушать. Ну, готовить, кушать и петь. Вот, совмещать, да, приятное с полезным.
Ну, это на Читаю. любительском уровне вот поете? Конечно, все на любительском. А, я думал, Ни микрофон единого урока. на весь двор. На Нет, самом двор деле было дело тоже слушал. Ага, интересно. Да. Вот сейчас я, конечно, не сомневаюсь в ваших как бы талантах, профессиональных возможностях, но у меня есть одно вот практическое задание, так сказать, проверить, да, вот всю суть работы рекламщика. Так сказать, что лучше? Ну, все-таки я понимаю, что вы не продаете товар, а вам нужно именно его разрекламировать, правильно? То Но есть нам именно нужно сделать так, чтобы человек захотел его купить. и захотел его купить, и когда у него придет момент, когда ему нужно купить подобный товар, чтобы этот бренд был узнаваем. Ага. Так вот, сегодня у нас есть на выбор три товара. Значит, банное полотенце простыня, кофейный аппарат Келинка. Келинка. Да. И третье это электродрель «Разбуди соседа». Какой бы товар вы бы взялись рекламировать? Любой. Любой. Ну так давайте вот по актуальному. Кофейный аппарат Келинка. Ну, давайте по актуальному. Так, вот кофейный аппарат, называем мы его Келинка. Ни для кого не секрет, Келинка это лучший кофейный аппарат, потому что так как Келинка готовит кофе, никто не готовит. Как его вот рекламировать и как вот заставить, убедить людей, что это бренд именно популярный, актуальный, что именно такой кофейный аппарат надо брать? Расскажите, пожалуйста, какая ваша целевая аудитория? Целевая аудитория, конечно же, да, свекрови. Да, значит, женихи будущие. Я уверен, кому-нибудь, да, однозначно надо. Ну, то есть средний возраст. Девушки, которые не умеют готовить кофе. Ну тогда мы берем от 20 до 90. Да, у нас целевая аудитория без границ. Хорошо. Я так понимаю, что ваша целевая аудитория только в Крыму или по всему миру? Вот вы уже на какой объем собираетесь продаж? Пока мы хотим вот на полуострове обосноваться, вот Да. все-таки, да. Хорошо. Вы хотите вот этот кофейный аппарат в помощь молодым женам, невесткам? Да. Вот, Так чтобы... сказать, научить правильно готовить кофе. Понятно. Вот, смотрите, для начала нам надо будет придумать логотип кофейному аппарату Келинка. Ага. Вот, но перед тем, как придумать логотип, нам нужно понять, кому он будет больше нравиться. Все-таки девушкам помладше или хайнанашкам постарше? Помладше, потому что они это делают. Да. Значит, логотип должен быть такой вот современный, молодежный и самое главное, чтобы он показывал надежность и быстроту, функциональность и прочее, правильно? Или на что вы больше хотите сделать упор? Тогда вот просто вот такое непонятное расчеркивание, Келинка вот просто вот так вот просто взять и написать, чтобы аж видно было, чтобы быстро писали, что вот аппарат тоже такой же быстрый. Да, хорошо. А цвета, наверное, сделаем синего. Синего? Зачем синего? Синий? Нет. Ну, зачем синий? Ну, все-таки давайте вот Тогда смотрите, есть свободный- традиционный, вот такой Да. бежевый какой-нибудь такой темный. Чтобы она вытирала. Да. Давайте, А наверное, лучше, да, белый, вот правильно. давайте, знаете что, сделаем логотип все-таки цвета кофейного и сделаем это на бежевом цвете, а еще лучше на цвете сливок. Ничего себе, прям Да. настолько, да, ничего себе. Да, шрифт мы сделаем читабельный, то есть так, чтобы можно было его с первого взгляда прочитать. Вот. При этом мы добавим там какой-нибудь элемент в виде чашки кофе и пара, которая выходит из этой чашки кофе. Вот. Следующим делом мы пригласим вас на утреннюю передачу, Ага. где вы продемонстрируете ваш кофейный аппарат Келинка. Главное, чтобы он работал к тому моменту, да? Подождите, как вы собираетесь рекламироваться без товара? Так товар надо сделать. Ладно, тогда давайте как-нибудь в другой раз. Как-нибудь в другой раз. На самом деле, очень интересная беседа. Я еще, конечно, дольше можем поговорить, но время ограничено. Сейчас пожелания для наших телезрителей. Что бы хотелось пожелать? Они нас сейчас смотрят, им интересно. Вот рекламщик. Что может пожелать рекламщик? Побольше рекламы смотрите. Нет, на самом деле я хочу пожелать нашим телезрителям
иметь больше свободного времени, проводить его с родными, близкими, заботиться о них, чтобы они, конечно, заботились тоже о вас. Всегда стараться принимать правильные решения в своей жизни, в жизни окружающих. И, конечно же, ходить друг другу в гости и смотреть телеканал «Милет». Sağ olыңыз. Sağ olыңыз. Сізге де бөле пікірлеріне Çok sağ әлбетте olun. бармаған ерлеріңізге барыңыз ве сіз де бөле өзіңізге ажайып вақытларны тапыңыз. Да, байрамларда bekleyimiz. Çok sağ olunuz kelgeniniz için. Urmetli sağ olun. seyirciler, yayınımız devam etmekte. Buna böyle meraklı iş vazifeyle tanış olduk. Asıl reklama gerçekten de meraklı bir şey. Biz bugün bunu hepimiz öğrendik. Eğer de siz bugün seyretesiniz ve belki de gelecekte, belki de siz yaş Kariyeriniz, bir insansınız. Belki de endi öyle büyük bir insansınız ama reklama sizni meraklandırdı bugün ve siz geleceğinizni reklamayla bağlamak isteysiniz. Sizge gerek tek öğrenmege nasıl bu iş yapıla, kalğanız sizin kolunuzdan elbette gelecek. Şimdi ise biz yayınımızı devam etemiz. Elbette aziz teleseyirciler, ya kolunuzdan gelmese bu işler, sizde böyle mahsulatlar olsa, böyle insanlarımız var, her vakit onlar o işlerini hala derecede becerirler. Elbette sağlığınız olsun aziz teleseyirciler, anladığınız gibi Millet telekanalında Sağlam Hayat rubrikası.